Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии медиацентра Акмолинского университета абсолютный победитель республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана», преподаватель математики Уфимской гимназии номер 39 Баянов Артем Равильевич. Артем Равильевич, мы очень рады видеть вас в нашей студии. Спасибо. Вы выпускник БГПУ имени Акмулы. Вы окончили у нас магистратуру, и нам тем более приятно, что вы сегодня у нас в гостях. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Артем Равильевич, как вы пришли в профессию? Был ли это осознанный выбор или стечение обстоятельств? Если честно, по окончанию школы я планировал поступать в театральный вуз. Да, я мечтал стать актером, но волей судьбы, возможно, по наставлению, по советам родных, близких, я поступил на математический факультет, на тот момент еще Башкирского государственного университета. Знаете, ни о чем не жалею, и по окончанию университета я, наверное, уже понимал, кем я хочу быть и чему я хочу посвятить всю свою жизнь. И я, не раздумывая, пошел в школу работать учителем. Это здорово, потому что известно, что в наших школах не хватает мужчин, педагогов. Скажите, пожалуйста, Артем Равильевич, был ли в вашей жизни педагог, наставник, который помог вам определиться с выбором жизненного пути? Знаете, наверное, первые зачатки, скажем так, любви к профессии, это была моя первая учительница, Ирина Семеновна. Именно она показала еще в начальной школе, на своем собственном примере, каким должен быть настоящий учитель, достойный учитель. Она была, с одной стороны, добрая, с другой стороны, требовательная. Она безумно любила нас, любила детей, любила то, что она делает. Поэтому на ее примере я увидел, каким должен быть настоящий учитель. А вообще, в принципе, по всей моей жизни, по работе, наставниками были и более опытные коллеги, и в том числе ученики. Да, они тоже могут подсказать, направить тебя. Расскажите, пожалуйста, о вашем участии в республиканском конкурсе «Учитель года Башкортостана». Насколько была сложная подготовка к конкурсу, участие в нем, и какие эмоции вы испытали, когда узнали, что стали абсолютным победителем конкурса? В конкурсе «Учитель года» я принимал участие второй раз. Первый раз я принимал участие в 2018 году. Тогда я стал лауреатом республиканского конкурса «Учитель года» 2018. И второй раз я пошел так же осознанно, как и первый раз. То есть это моя личная инициатива была, мой личный выбор. Я понял, что, наверное, я смогу еще раз. Я стал более опытным, наверное, более уверенным. И я, вспомнив участие в 2018 году, исправил все свои ошибки. Безусловно, при подготовке к конкурсу помогала команда, группа поддержки, команда коллег, наставников 39-й гимназии, моих коллег. И, безусловно, это моя семья, мои родные, которые поддерживали меня во всех начинаниях, на всех этапах и даже принимали участие в подготовке, потому что моя супруга помогала мне при подготовке к открытому уроку, классному часу и так далее. Безусловно, победа в конкурсе дала мне бурю эмоций самых разных, и волнений, и переживаний, потому что я понимаю, что теперь это колоссальный груз ответственности, что у меня нет возможности как-то расслабиться. Я не могу подвести не только свою гимназию, но и город Уфа, и Республику Башкортостан, потому что впереди всероссийский конкурс «Учитель года России». Да, и эмоции до сих пор меня переполняют. Это и гордость, это и радость, это и чувство ответственности. Очень важно, чтобы поддерживала команда единомышленников. И, как вы уже сказали, семья – это тоже часть вашей команды, как я поняла. У вас есть дети, и, наверное, они у вас идеально воспитаны. Каких принципов педагогических вы придерживаетесь в воспитании своих детей собственных? Ну, во-первых, это принцип гуманизма. То есть, во-первых, ребенок – это личность. И безусловно, любому родителю не стоит ставить превыше всего свои собственные «я». Я взрослый, я родитель, поэтому я лучше знаю как.
необходимо обязательно прислушиваться и слышать мнение ребенка. Своих детей мы, наверное, воспитываем вместе с супругой по принципу «это твой выбор, ты так решил». Если это не угрожает твоей жизни, пробуй. То есть мы понимаем, что опыт приходит в том числе с ошибками. И мы учим детей не только, наверное, так, не учим допускать ошибки, а учим, если ты допустил ошибку, обязательно прорефлексировать и понять, в чем ошибка и что нужно сделать в следующий раз. У детей есть свобода выбора. Они учатся, они экспериментируют, они познают мир самостоятельно. То есть минимум запретов. Еще раз повторюсь, если это не угрожает их жизни. То есть вы используете демократический Совершенно стиль верно. в своей семье. Но математика – это далеко не демократическая наука. И о математике великими людьми сказано очень много интересных цитат. Например, «Все искусства тяготеют к музыке, все науки к математике». Или «Никакая наука не укрепляет веру в силу человеческого разума так, как математика». Чем является математика для преподавателя Артема Равильевича Баянова? Математика сама по себе наука – это целое искусство. Математика – наука, которая способна описать любые вещи с помощью формул, с помощью графиков. Те события, те явления, которые происходят в мире, в природе, это действительно прекрасно. С другой стороны, мы все прекрасно помним цитату, что математика – это гимнастика для ума. Действительно, математика – это тот предмет, который помогает и развивает твое мышление, который развивает твою логику, учит искать пути решения, учит ошибаться и исправлять свои ошибки. И это не, я скажу, что это не узкотехнический предмет, это не сухой набор цифр и теорем. Это интересный предмет, который развивает тебя во всех направлениях и показывает связь с жизнью. То есть математика – это прикладная наука во всех сферах жизни. Совершенно верно, совершенно верно. Еще такую цитату хочу привести в нашем разговоре. Это цитата Уинстона Черчилля, который говорил, что школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать. Артем Равильевич, согласны ли вы с этим высказыванием? Ну, по поводу власти, наверное, какое-то определение такое авторитарное, я бы сказал, не власть, а ответственность. Потому что в наших руках, в руках учителя, судьба, душа ребенка, тонкая материя. Мы ответственны за не только их обучение в плане обучения предмету, но и за их дальнейшее развитие, за их дальнейший выбор пути, в принципе, да, как они пойдут дальше по жизни. То есть во многом зависит от учителя. Поэтому не власть, а огромная-огромная ответственность. И от этого огромная, наверное, радость и восхищение от того, что у тебя получается, что ты действительно помогаешь ребенку в этом непростом мире. Ты помогаешь ребенку постигать азы науки и воспитания. Учитель будущего, учитель 21 века. По-вашему, какими профессиональными компетенциями и человеческими качествами он должен обладать? По поводу личностных качеств, тут, наверное, в этом плане мне не очень нравится это вот словосочетание «учитель будущего», потому что вне зависимости от времени, эпохи, географического положения, моды и так далее, учитель должен любить свой предмет, учитель должен любить детей, учитель обязательно должен заслужить доверие и увлечь детей тем предметом, который он преподает. Поэтому его личностные качества – это доброта, это порядочность, это увлеченность и увлечение своим предметом. Безусловно, они вне зависимости от времени. По поводу профессиональных качеств, здесь я соглашусь. То есть время диктует. Учитель – это не только в наше время, скажем так, человек, который транслирует
ту или иную информацию, потому что сейчас информации очень много, и ребенок в любой момент может найти нужную, необходимую ему информацию, это и видеоуроки и так далее. Учитель должен помочь ориентироваться во всем этом потоке. Учитель должен вместе с ребенком находить нужную информацию, анализировать ее, интерпретировать и так далее. Ну и, естественно, учитель 21 века – это тот человек, который не должен бояться новых, скажем так, гаджетов, новых платформ различных, да, уметь с ними работать вместе с детьми. Спасибо, да, согласна, что цифровая среда накладывает определенные требования. Требования и ответственность, совершенно верно. Артем Равильевич, вы имеете опыт выступлений на театральных подмостках. И, как вы уже сказали, вы даже мечтали стать актером в детстве. Расскажите, пожалуйста, вот по-вашему, учитель и актер, есть ли между этими профессиями сходство, какой-то мостик? Безусловно, я задавался этим вопросом не один раз, и я нашел сходство между этими двумя профессиями. Учитель, как и актер, он работает эмоциями, мимикой, жестами. У него также есть своя аудитория, где он должен донести информацию так, чтобы твой зритель понял, услышал тебя. Но, наверное, учитель не имеет права ошибиться. Это, наверное, отличительная черта. Он не имеет права ошибиться, потому что... Сфальшивить. Да, не имеет сфальшивить, потому что если актер может в следующем спектакле по-другому сыграть, то у учителя такого права на ошибку нет, и переиграть он не может. То есть он должен обязательно следить за своими поступками, словами и так далее. Да, действительно, я мечтал стать актером, и в этом году, кстати, моя мечта сбылась. Я прикоснулся к мечте благодаря проекту Министерства образования и науки Республики Башкортостан и телеканалу «Россия-24», классный журнал. Я выступил на сцене театра перед своими детьми. Они не ожидали, они были удивлены. Да, я сыграл в детском спектакле. Вы реализовали свою детскую мечту? По большому счету, степени, да. да? По большому счету, да, я прикоснулся к мечте. Здорово. Но все равно учитель выходит каждый день к детям на урок. Это тоже его сцена, это тоже его подиум. Совершенно верно, совершенно верно. И нужно быть готовым. И даже иногда слышу аплодисменты. Здорово. Да, здорово. Это огромное счастье. Такая цитата известная, да, учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. И также ученики приносят славу каждому учителю. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас такие ученики, которыми вы можете гордиться сегодня? Безусловно, может быть, я скажем так, общую, да, картину опишу, но я горжусь каждым своим учеником, потому что выпускники, они достигли, может быть, пока не высот, но тех целей, которые они ставили перед собой перед окончанием школы. Меня очень, скажем так, вдохновляет и радует, и берет гордость за то, что мои выпускники, неважно какого года выпуска, пишут мне сообщения. Пишут сообщения просто, чтобы узнать, как моя жизнь, как мое здоровье. Пишут со словами благодарности, о том, что благодарностью за те знания, которые я вложил в них, за то, что им сейчас легко, например, в университете, потому что ту базу, которую я вложил в них, сейчас приносит плоды, и им легко дается обучение в университете. Эти моменты приносят мне счастье, невероятное вдохновение работать дальше и понимать, что я на своем месте. Артем Равильевич, что бы вы пожелали сегодняшним студентам Акмолинского университета? Как стать успешными? Как состояться в профессии? Безусловно, здесь хочется вспомнить Антона Семеновича Макаренко, который говорил, что студент, ученик может закончить хорошо, на отлично, да, учебное заведение, вуз и так далее, но он не сможет достичь тех высот, если он не будет прислушиваться к более опытным и старшим коллегам.
Безусловно, начинающим учителям необходимо прислушиваться к наставникам, к старшим коллегам, потому что на собственном примере могу сказать, что в одиночку очень сложно, и необходима поддержка, необходимы советы, которые нам могут дать наши наставники. И их советы, безусловно, дадут результаты. Ну, а в плане детей, безусловно, с первых дней своей работы необходимо заслужить доверие у детей, потому что без доверия учебный и воспитательный процесс строиться будет трудно. Поэтому доверие с первых дней. Доверие необходимо заслужить своими поступками, своим словом, действием, потому что дети очень такие тонкие психологи, да, они чувствуют, они считывают обязательно, да. Поэтому без доверия учебно-воспитательный процесс, к сожалению, не даст свои результаты. Артем Равильевич, вам огромное спасибо за то, что вы нашли время в своем плотном графике, пришли к нам, рассказали о ваших достижениях, о вашей учительской жизни. И мы от имени администрации Акмолинского университета, от имени преподавателей и студентов хотим вам пожелать ярко выступить на российском уровне и принести славу учителям Башкортостана. Спасибо вам огромное и до новых встреч. Благодарю вас за приглашение. Спасибо большое за пожелания. Спасибо.